Приветствую вас, дорогие наши телезрители! В эфире спортивная передача «Таймаш». В студии я, Азирет Туратбеков. И сегодня мы пройдемся по наиболее значимым событиям в мировом и нашем отечественном спорте. Вамос Таймаш, мы начинаем. Национальная сборная Кыргызстана по футболу поднялась на одну позицию вверх и находится теперь на 90-м месте в официальном рейтинге FIFA, который был опубликован на официальном сайте организации fifa.com 25 октября 2018 года. Между Ираком и Израилем напомним, что национальная сборная Кыргызстана по футболу в предыдущем рейтинге FIFA за сентябрь занимала 91 место, а в октябре мы поднялись на одну позицию вверх. Соседи по рейтингу у нас теперь такие. Строчкой выше Кыргызстана сборная Ирака, а строчкой ниже Израиль. Напомним, что осенью нынешнего года кыргызстанские футболисты провели два товарищеских матча в Бишкеке. 6 сентября сыграли в ничью с Палестиной 1-1, 10 сентября выиграли у Сирии 2-1, а 16 октября на выезде была повержена сборная Малайзии со счетом 1-0. Отметим, что среди стран СНГ Кыргызстан занимает 4-е место, уступая лишь сборным Украины, России и Белоруссии. Узбекистан занимает 94-е место, Грузия 92-я. Команда «Достар» из казахстанского Кордая стала чемпионом Кыргызстана по футболу среди ветеранов. Об этом сообщает сайт ФФКР. 20 октября в высшей лиге чемпионата Кыргызстана по футболу среди ветеранов были сыграны поединки заключительного 18-го раунда. Первое место в турнире занял казахстанский «Достар», опередив своего главного преследователя команду «Наше» из Канта на 3 очка. «Достар» набрал в 18 играх 45 очков. У серебряного призера команды «Наше» 42 очка, у бронзового призера «Алги» 38. Всего в чемпионате Кыргызстана по футболу среди ветеранов сезона 2018 принимало участие 10 команд, которые сыграли в 2 круга. Многолетний чемпион турнира команда Абдышата заняла лишь 5-е место. Всего одно очко при разнице мячей 11-119 набрали ветераны Токио. Лучшим бомбардиром чемпионата стал игрок Абдышата Евгений Пилипас – 36 голов. На мяч меньше забил Муса Джумарт из команды Норус, причем 16 голов форвард провел в матче последнего тура против Токио, который завершился со счетом 18-0. Таэквондисты из Кыргызстана завоевали награды на открытом чемпионате Казахстана «Казахстан Open», который прошел в Астане с 20 по 21 октября. Об этом сообщает тренер Сергей Фаустов. По его словам, в соревнованиях по таэквондо ITF приняли участие около 200 спортсменов из России, Алматы, Костаная, Экибастуза и Кыргызстана. Команда «Эсдюш-2» Алмедунского района Чуйской области выступала под руководством главного тренера Фаустова и тренера Фаткулина и завоевала 3 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые медали. Президент Кыргызстана сыграл в волейбол в Нарыне. 24 октября президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков принял участие в открытии спортивного комплекса, построенного в городе Нарын. Об этом сообщила пресс-служба президента Кыргызстана. Как сообщается, в рамках посещения спорткомплекса Сооронбай Жээнбеков сыграл в волейбол. Глава государства пожелал, чтобы в этом спорткомплексе воспитывались спортсмены, которые достигнут больших результатов в спорте и прославят свою страну на мировой арене, сообщила пресс-служба президента Кыргызстана. Кыргызстанцы завоевали 8 медалей на чемпионате мира по армрестлингу. Сборная Кыргызстана по армрестлингу завоевала 8 медалей различного достоинства на чемпионате мира 2018 года, сообщает пресс-служба Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта. 40-й по счету чемпионат мира прошел с 12 по 21 октября в городе Анталия. Борьбу за медали вели 1200 юношей, юниоров, взрослых, мастеров, ветеранов и лиц с ограниченными возможностями здоровья из 54 стран мира. В состав кыргызстанской команды выступил 31 спортсмен. Команда сумела завоевать 2 золота, 3 серебра и 3 бронзы. Чемпионами мира среди спортсменов не старше 21 года стали
выступали Асхатулу Өткур и Шахман Сулейманов. Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов вошел в топ-500 самых влиятельных мусульман мира по итогам 2018 года. Рейтинг был составлен Королевским центром исламских стратегических исследований в Омане и состоял из 3 подкатегорий. Хабиб назван в подкатегории, где перечислены 76 политиков, религиозных деятелей, представителей искусства и спорта. Помимо Нурмагомедова из спорта в топ самых влиятельных мусульман попали легкоатлет Мо Фара, бывший главный тренер Реала Зинедин Зидан, форвард Ливерпуля Мохаммед Салах, полузащитники Манчестер Юнайтед Поль Погба и Арсенала Месут Озил. Напомним, что 6 октября на UFC 229 Хабиб одержал досрочную победу над Конором Макгрегором и тем самым защитил пояс чемпиона в этой организации. Уроженка Кыргызстана Валентина Шевченко продолжает подготовку к поединку за вакантный чемпионский титул UFC в наилегчайшем весе. Поединок против экс-чемпионки организации в минимальном весе Йоанны Еджейчик из Польши пройдет на турнире UFC 231, который пройдет 8 декабря в Торонто. 22 октября Шевченко провела совместную тренировку с чемпионкой UFC в полулегком весе до 66 килограммов Кристианой Сайборг Жустину из США. Американка завоевала вакантный титул чемпионки летом 2017 года, а затем сумела дважды его защитить в боях против Холли Холм и Яны Куницкой. 29 декабря Сайборг проведет бой против чемпионки UFC в легчайшем весе до 61 килограмма Аманды Нунес из Бразилии, которой Шевченко проиграла дважды. В этом поединке Шевченко поддержала Сайборг. Спортсменки из Кыргызстана неудачно выступили на чемпионате мира по спортивной борьбе 2018 года. Турнир проходит в эти дни в городе Будапешт, Венгрия. 22 октября стартовал турнир по вольной борьбе среди женщин, где Кыргызстан был представлен 2 спортсменками. Обе кыргызстанки выступали 23 октября. В весовой категории до 68 килограммов за медали боролась Мерим Джуманазарова. Она стартовала со стадии 1/16 финала, где досрочно победила Ванессу Элизабек Уилсон из Венгрии. Для победы ей хватило 1 минуты и 31 секунды. Во второй схватке кыргызстанка встретилась с Далмой Канева из Италии. Европейка выиграла в упорной схватке 6-5. В 1/8 финала проиграла и итальянка, выбив тем самым кыргызстанку из борьбы за медали. В турнире весовой категории до 76 килограммов выступает Айпири Медет Кз. Она стартовала со стадии 1/16 финала, где уступила китайской спортсменке. Китаянка в 1/8 финала встречалась с представительницей Канады и уступила ей, лишив кыргызстанку возможности бороться за бронзовую медаль в утешительном турнире. Бронзовый призер чемпионата мира 2017 года в Париже Айсулу Тыныбекова поехала в Венгрию, но в качестве тренера. Ранее без медалей завершила выступление на турнире мужская сборная Кыргызстана по вольной борьбе. Но есть во всем этом одно светлое пятно. Пока мы записываем данный выпуск, наш спортсмен Джоламан Шаршембеков вышел в финал чемпионата мира по греко-римской борьбе. Джоламан Шаршембеков пробился в финал чемпионата мира по греко-римской борьбе 2018 года в Будапеште. Он стартовал 25 октября в состязаниях весовой категории до 55 килограммов и начал свой путь со стадии 1/8 финала, где досрочно победил борца из Кореи 9-0. В четвертьфинале кыргызстанец также досрочно победил представителя Армении 11-0. В полуфинале соперником Шаршембекова стал чемпион мира среди студентов 2018 года из Турции Экрем Öztürk. С первых минут кыргызстанец завладел преимуществом и сумел одержать досрочную победу со счетом 9-0. В финальной встрече, которая пройдет 26 октября, соперником Шаршембекова станет Элданис Азизли из Азербайджана. Мы желаем успехов нашему спортсмену. Ну что ж, дамы и господа, и под конец традиционная рубрика «В гости к спортивной звезде». На этот раз
Наш гость Марат Джуманалиев. Актер, КВНщик, спортсмен, баскетболист, борец. Ой, кем же он только не является. В общем, хороший человек для хорошей нашей передачи. Смотрим. Салам алейкум, друзья мои. Мы находимся в обители Марата Джуманалиева. Актер, КВНщик, баскетболист, ну и самое главное, боксер. Марат. Всем сочный, мощный, дырский, ассаламу алейкум. Ну, Марат. Приветствую НТС, Азрет тебя в том числе. О, спасибо. С тобой коллеги. КВНщики, да. Это человек с команды Ашани. Я его тоже представлю, очень интересный человек. Кстати, он пришел, напросился сюда на тренировку и хочет провести со мной тренировку. Я не знаю, как это получится, но будет, думаю, интересно. Надеюсь, наша команда живьем уйдет отсюда, да? Я думаю, да. Главное, что фара вот это осталось. Все. Марат, скажите, пожалуйста, сколько лет вы уже занимаетесь спортом? Спортом? Ну, я думаю, каждый человек занимался со школы еще. Я думаю, с класса 5, может, 6. У кого-то что-то было, то есть тэквондо, всякие разные беги, да, там. Даже элементарно мы занимались чем? Эстафеты проводили на физкультуре. Это всегда спорт. То есть приобщали при Советском Союзе, да, то есть 90-е годы всегда приобщали к спорту. В залах, в любых там школах, я думаю, это тоже ты прошел. Да, тоже в свое время прошел. Потом просто выбираешь, какой тебе спорт интересен, какой он тебе нравится. Да? Потому что там масса, да, видов спорта, масса просто. Человек выбирает себя по психологии. Вот скажите, а что первее пришло, спорт или все-таки творческие увлечения? Я думаю, спорт. Я всю жизнь спортсменом был. КВНу приобщил мне мой друг Ильдияр Кенесаров. Ну, в школе мы играли, но это так было. Чисто битва за классы какие-то, да, там, что-то доказать классом. Вот такое было. Значит, вы держали класс, да, весь свой? Может, школу вообще? Может, вообще город, да? Нет, город нет. А разве был кто посильнее вас, Марат? Я не знаю, я по городу не ходил. Вот я жил на этом районе, в Аламиде не один, я проучился здесь, я вырос здесь. Местный авторитет, гроза. Местный. Не, не гроза, мы всегда были простыми. Нас было много просто. Мы были дружные. Вы тоже баскетболист, как я знаю, да, Марат? Да. Бывший баскетболист, в Суперлиге играл. За команду Якутии. Это в России? Это в России. Суперлига Б. Группа у нас была. А почему не у нас играли? Как так получилось, что в Россию вас занесло, в российский клуб? В России было более интересно. Там и команд было больше, и опыта было больше. В Киргизии такого баскетбола никогда особо не было. Ну, играли здесь, хорошие были турниры, Азия. Я в сборной побывал и проездили тоже. Ну, и в Азии проездили, было интересно. Ну что ж, и вот наступает самый такой волнительный момент. Я возьму всю ответственность на себя, всю смелость на себя и предложу вам спарринг. Пойдем. О, смертельный номер, ребята, поехали. Каждого спортсмена, кто занимается спортом, самое главное это хорошая разминка, да? Нужно согреться, все суставы, променять все, чтобы было менее травматично, чтобы не получить травму. Потому что любая травма, она исключает из любого спорта очень надолго, и потом восстановительный процесс очень долго. Я думаю, это знать. Так что ломать его не будем. Я бывший борец, греко-римская борьба. Ну, борьба здесь не поможет.
Средней рукой ты его выбиваешь, да, что-то ищешь свое там интересное, да. То есть любой боксер это знает, что любые позиции ты ищешь сам. То есть как он работает, выжидаешь момент, который ты. Я думаю, средний нарабатываю, зачем? О, еще елки-палки. А вот самый такой прием в пункте в своей карьере, когда такой прием, который вы вырубили и взяли. Нет, самый опасный удар это, наверное, удар снизу. Снизу. Да, Апперкот? потому что апперкот он вырубает сразу. Но если человек готов, его мало вероятности вырубить. А вот, То есть Марат, в боксе скажите, всегда работает неожиданность. Да? То есть неожиданный удар, человек сотрясается и падает. вот можете сейчас какую-нибудь фишку свою показать? Вот я в стойке, вот как вы меня вырубили? Вот я есть такой активный. Ну, можно любое, да, то есть сделаешь вот такой удар, да? То есть держишь переднюю руку, его убираешь в руки и выше встречка идет. Многие спортсмены после бокса, после борьбы, вот когда чувствуют, что они могут больше, уходят в бои без правил. Вы как считаете? Ну, бои без Станете ли вы вторым Хабибом? Нет, бои без правил мне тогда нравилось добивать человека. Что, ну, там слишком много насилия, имеется в виду в том, что и кровь, и насилие мало, да, и в боксе, в классическом боксе как-то еще защищено, перчатки больше. Ты лицо как бы набиваешь, но все равно там статистически, то есть до пояса. А бои без правил ты можешь ударить хоть чем. Человека убить можно, да, то есть. Ну, мне нравится, да, бои без правил, я всегда их смотрю, я всегда болею за своих. А вот так, чтобы самому заниматься, я не хочу. А вам предлагали, наверное? Предлагали? Да мне и борьбой предлагали. Мара, может, и борцом говорит, станешь. Блин, я не пробовал никогда. И самбистом предлагали. А что вас останавливает? Взять и на чемпионат мира? Не, мне это не нравится. И, Марат, скажите, в конце нашей передачи поделитесь поделитесь мотивационной речью, чтобы молодые ребята, которые все сомневаются, как начать бокс, чтобы они все-таки пришли. Я думаю, это зависит от каждого человека, потому что он психологически должен сам собраться и прийти на тренировку, найти себе время, да, заняться спортом, потому что это всегда полезно, всегда хорошо, всегда для здоровья, всегда для души, да, ты можешь всегда оттянуться, оторваться вот именно в зале. Не надо на улице убиваться, там, кого-то бить. Занимайтесь в спортзале, отрывайтесь здесь, и я думаю, душа будет довольна тем, что вы занимаетесь именно в спортзале. Ну что ж, с нами был Марат Джуманалиев, боксер, КВНщик, актер, борец, все, что ему нравится, всем он и занимается. Теперь вырубаем ведущего. И на этом у меня все, друзья мои. Берегите себя, играйте в футбол, любите спорт и болейте лишь только спортом. Для вас работал я, Азирет Туратбеков. Услышимся, увидимся.